Муниципальное учреждение культуры Межпоселенческая центральная библиотека имени Нарпола Очирова представляет видеопроект «Мыслитель и Созидатель», посвященный 90-летию со дня рождения Цыренова Бадмы Цыреновича. Его имя, наверное, знает каждый житель Агинского бурятского округа. Бадма Цыренович Цыренов. Советский государственный политический деятель, председатель Агинского окружного исполкома, депутат Верховного Совета СССР 3 созывов. Родился 15 ноября 1931 года в селе Чандалей Дульдургинского района Читинской области в семье крестьянина. Человек, благодаря которому округ начал жить новой жизнью. Бадма Цыренов был генератором идей, многие из которых сам сумел воплотить в жизнь. В конце 60-х годов он специально заказал генеральный план застройки поселка. И понеслось. В Агинском начали возводить жилые дома, социальные и культурные объекты, асфальтировать улицы, прокладывать сети уличного освещения. Город зацвел. Бадма Цыренович Цыренов был и остался очень серьезным мыслителем. Не будучи мыслителем, невозможно ничего организовать и создать. Он вслед за своими предшественниками продолжил создавать и создавал со своими современниками качество жизни людей. Любое село или животноводческую стоянку. Качество жизни людей – это качество мыслей руководителя. Бадма Цыренович не только сам жил за счет своего труда и развития ума, но и учил этому всех, кто его окружал. Таким его воспитывали в семье, такими были люди его рода, таким был его народ. Из всех возможных сценариев жизни, которые представляют обстоятельства, ему был предложен только такой. Трудности только ограняют и шлифуют настоящие таланты. Бадма Цыренов родился с природными данными лидера и организатора, которые укрепили годы сиротства. Отец его, Цырен Анудариев, умер, когда он и его сестра Хамажаб были еще малолетними. Воспитывала их мать, Долможаб Дугарова, работавшая на ферме дояркой. Когда Бадме было 16 лет, не стало и матери. Бадма тогда работал на тракторной сенокосилке. И он понимал, что пора идти в жизнь, учиться, трудиться, зарабатывать, поддерживать сестру, родственников, друзей, земляков. Пора становиться творцом и человеком. Бадма Цыренов должен был так размышлять, ибо всегда думал масштабно и обо всех. Он был простым и доступным людям человеком. Будучи уже серьезным руководителем, мог остановиться у трактора, под которым возились механизаторы, отодвинуть их, проползти под трактор в дорогом костюме и, вникнув в поломку, требовать из-под трактора ключи, сосредоточенно занимаясь ремонтом. Отправляясь в Москву на сессии Верховного Совета СССР, он брал множество заказов и сам привозил студентам из округа разные продукты, вещи, беседовал с ними. Также встречался с начальниками трестов, министрами. Потом эти встречи получали зримые очертания. 100-километровая линия ЛЭП, дом связи, 16-квартирные дома, автобусы, грузовые автомашины, такси, телевышка, гаражи, мосты, дороги и многое-многое другое, что до сегодня работает и совершенствуется в округе. Это его настойчивость, энергия, забота о людях. Вся жизнь Бадмы Цыреновича
Это неутомимая работа философской мысли, музыка, живопись, литература. Он дружил с известными, что называется, первыми среди бурятского народа писателями, художниками, музыкантами, приглашал и привозил их в округ. Люди должны развиваться, видеть и чувствовать искусство, слушать музыку. Он сам прекрасно пел, любил поэзию классиков. Всю жизнь он созидал и своими делами показывал окружающим, что человеческая жизнедеятельность должна быть наполнена такими делами и свершениями, которые работают на развитие общества и страны, то есть на самого человека. Свойство любого дела, явления, предмета только тогда полезно, если оно вовлечено в человеческую жизнь. Дом культуры должен зазывать людей, музыка и стихи будоражить умы и сердца, спорт привлекать своим благородством и возможностями совершенствования тела. Он строил и организовывал, показывал, что настоящая легитимность – это нравственная легитимность, формирующая такой менталитет. Его правота проявилась в конце XX и начале XXI веков в Агинском бурятском округе. Наследие его – призыв к умению мыслить объемно, широко, охватывая большие периоды, не забывая о частностях. Такая практика мысли руководителя со временем становится собственным примером, образом жизни и методами работы, которые человек должен максимально проявлять для пользы и блага общества и страны.